И, в общем, я прихожу в реанимацию, а вот я ж ребенка ни разу не видела, а вот он мне показывает, мой ребенок лежит в этих трубках, во всем остальном. Это было очень сложно смотреть. Конечно, начинаешь реветь, хочешь ты этого или нет. А у врачей, кстати, есть такая штука, когда какой-то сложная ситуация происходит, то обычно они повторяются в этот день. И то есть в 4 утра меня привезли, а в 9 утра привезли девушку. У нее кесарево было на 26-й неделе. Захарчик. Они вместе с Евой лежали в палате, ну, в этой реанимационной. Вот. И он родился вообще, ну, меньше 800 грамм. Мама так у него хорошо держалась. Я не знаю, над чьим больше ребенком я плакала. Над ее ребенком или над своим. Потому что, ну, блин, сейчас... Просто кажется, что вот это вот все реанимации, все остальное, это вот с кем-то происходит, с единицами, и вообще дети умирали там где-то там 100 лет назад, это не так часто, а потом, когда вот Ева провела почти в реанимации 2 месяца, и были моменты, когда реанимация переполнялась, детская реанимация, это страшно. Это, конечно, хорошо, что тебя так спасают, но это так страшно, думаешь, ну все же говорят, что, ой, беременность, все рожают, все нормально, вот, и так далее. И вообще, как бы, ну, нет никаких проблем, это вот единицы, но не настолько это единицы. Я не к тому, чтобы, типа, там, запугать беременных, либо что-то еще, а к тому, чтобы не обесценивали именно вот это вот состояние беременных. Вот. И даже если какие-то капризы там у беременных, ну, в пределах разумного, то бывает что-то страшное, то как бы это на самом деле малая плата за то, что может быть. И, возможно, для части, для людей, чтобы ценили то, что они имеют. Потому что, ну, грубо говоря, мы понимаем это, когда сравниваем. Вот. В сравнении только понимаем, насколько мы богаты, и у нас есть за что благодарить. И мир, и вселенную. Ой, Господи.